Руководители 4 отделов Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации представили отчеты о проделанной работе. По информации отдела управления, всего в республике 33 арендованных объекта. Из них незадействованных и находящихся в оперативном управлении 23. Из арендованных объектов в 2017 году 5 были приватизированы. Это санатории Абырскил и Нарт, Сухумский винзавод, имущество склада магазина и здание бывшего овощехранилища. Кроме того, за отчетный период было заключено 6 договоров аренды. В республиканский бюджет поступило в виде арендной платы более 20 миллионов рублей и в виде пени 625 тысяч. С 2 предприятиями, Гудаутским кирпичным заводом и пансионатом Апсна, договоры расторгнуты за невыполнение условий аренды. В отношении крупных государственных объектов, таких как Сухумская табачная фабрика, кондитерская фабрика, мясокомбинат, у Госкомитета есть конкретные планы. Мы будем создавать и акционерные общества, мы будем создавать на базе этих предприятий немножко другие проекты. У нас, слава богу, есть. И мировой опыт подсказывает, что так стоять на одном месте 25 лет не может быть. Потому что государственные объекты должны приносить в первую очередь доход государству, и бюджет должен от них что-то получать. Некоторые объекты даже балансы не умеют сдавать. Приходят нам, рассказывают, как им сложно баланс составлять. Значит, если человек не может баланс составлять, то он не руководитель. Госкомитетом разработаны предложения по изменению форм и порядка сдачи госимущества в аренду. В первую очередь это государственно-частное партнерство. И это, наверное, самое эффективное. Да, есть объекты, которые очень сложно государству восстанавливать. Мы их будем реализовывать и будем контролировать. Вот последние годы мы начали заключать инвестиционные договора с теми фирмами, которые арендуют у нас объекты. И я считаю, что оно правильно. Мы начали контролировать процесс восстановления некоторых объектов. По конкретным объектам, которые нарушают инвестиционные договора, мы будем разрывать с ними договора купли-продажи. Никто пусть от этого не будет застрахован. В перечень подлежащих приватизации объектов госсобственности в 2017 году было внесено 12. Заключено 18 договоров купли-продажи на общую сумму 183 миллиона 260 тысяч рублей. В бюджет и приватизационный фонд по ранее заключенным договорам поступило около 60 миллионов рублей. В то же время сумма задолженностей по этим договорам составляет более 12 миллионов. Самой большой проблемой, на мой взгляд, является неисполнение собственниками условий договоров купли-продажи, договоров аренды. Новый закон о приватизации, вступивший в силу, он дает там больше механизмов и рычагов воздействия на недисциплинированных, скажем так, собственников или арендаторов. Начали подписывать инвестсоглашения, которые являются приложениями договорам этим купли-продажи, и какой-то подвижки происходит. Одной из важных задач, стоящих сегодня перед комитетом, является составление реестра, в котором будут отражены все объекты госсобственности, отмечалось на коллегии. Для этого необходимо более тесно взаимодействовать с министерствами, ведомствами и администрациями городов и районов страны. Для того, чтобы иметь возможность отследить переток республиканской собственности в муниципальную, а затем и в частную, необходимо создать унифицированную электронную систему, уверены в Комитете по госимуществу. Только в этом случае процесс приватизации будет иметь должный контроль и прозрачность. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.